Здравствуйте, вы смотрите актуальное интервью в студии Власий Сергеев. В черте города Алдана обустроена горнолыжная трасса протяженностью 650 метров. Как будет в дальнейшем обустраиваться территория трассы и как в регионе развивается лыжный спорт, нам расскажет директор Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту Максим Скупой. Максим Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Власий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, ну что ж, если говорить о трассе, когда, в какой день намечено открытие? Намечено открытие на 26 февраля. Это в первую очередь связано с погодными условиями. Сейчас в Алдане похолодало. Комфортная погода для катаний обычно не превышает минус 25 градусов, поэтому именно из-за погодных условий перенесли на 26 февраля. Ну, то есть открытие пройдет при комфортных температурных условиях. Но если говорить о трассе, а кто помог с обустройством и как велись работы и насколько долго? Строительство этой трассы – это комплекс мероприятий, в котором поучаствовали очень многие на самом деле. Первый – это муниципальное образование Алданский район, публичное акционерное общество «Селегдар», АО «Полюс», сотрудники нашего учреждения и многие другие, которые трудились на этом склоне. Идея пришла в 2016 году построить эту трассу. В мае 2017 года муниципальное образование Алданский район заключило контракт на подготовку проектно-сметной документации. И в 2020 году, к концу 2020 года, была установлена бесфундаментная канатная дорога. Дальше велись работы по обустройству самого склона, по рельефу, устанавливалось освещение, протягивался интернет, устанавливалась система быстрой оплаты и турникета на горнолыжном склоне. Максим Валерьевич, как я понимаю, что открытие уже близко и все работы уже завершены. Что касается после открытия, есть ли планы по какому-то дальнейшему обустройству трассы? Да, Власий, нельзя сказать, что на самом деле работы уже полностью завершены. Расслабляться еще рано. В планах, кроме устройства самого склона, то есть будет в этом году завезено туда несколько тысяч кубов грунта для того, чтобы подготовить ту трассу, которая нам необходима. Кроме этого будет создаваться какая-то инфраструктура. Планируется строительство небольшого здания площадью 300 квадратных метров для обустройства теплых раздевалок, тренерских комнат, пункта проката и какого-то кафе. Ну и, конечно же, после открытия воспитанники вашей школы начнут свои тренировки. Когда же после открытия начнется тренировочный процесс и как он будет организован? Да, если говорить именно про горнолыжное отделение, мы его в нашей школе открыли в этом году, специально приурочили к открытию горнолыжного спуска. Работы уже начались, тренировки уже идут. Основная работа на склоне начнется, конечно же, сразу же после его открытия. А вообще, этот спуск предназначен в большей степени для начальной подготовки, если говорить именно о спортивной подготовке. Поэтому, кроме этой горнолыжки, наши спортсмены будут тренироваться и тренируются на других склонах, выезжают на сборы и соревнования в другие регионы. Но мы прекрасно знаем, что в любом виде спорта для достижения результатов важно обмундирование. Как экипированы ваши воспитанники сегодня и вообще хватает ли оборудования? На данный момент по линии фонда будущих поколений мы приобрели инвентарь, современный спортивный инвентарь в количестве буквально 15 единиц. Сейчас ведется дальнейшая работа по
именно по оснащению нашей школы горнолыжным инвентарем. С компанией «Скимир» заключили договор на приобретение целого ряда комплектующих. Поэтому работа сейчас ведется. Конечно, на данный момент инвентарем мы не можем обеспечить всех желающих, но я думаю, со следующего спортивного сезона мы уже закроем этот вопрос полностью. Но мы знаем, что на алданских трассах, да, часто свои тренировочные сборы проводят сборные команды России по разным видам спорта. Как оценивают алданские трассы спортсмены российской команды? У нас проходят сборы лыжники и биатлонисты сборных команд России. Трассы у нас оцениваются на самом деле очень и очень высоко, потому что они имеют международную сертификацию, гомологацию для проведения турниров всероссийского уровня. А если говорить про тот самый горнолыжный спуск, то для наших спортсменов, для сборной команды страны, биатлонистов, лыжников, этот спуск является подъемом. То есть такие подъемы, они на самом деле очень необходимы для тренировок спортсменов высшего спортивного мастерства. Поэтому мы создали подъем в этот спуск именно для сборных команд страны. Если говорить о спортивной школе по лыжным видам спорта, сколько всего детей, воспитанников занимается на сегодняшний день и сколько возрастных групп работает? Средняя численность спортсменов в нашей школе — это 604 ребенка на сегодняшний момент. Возрастные группы — это начиная с 6 лет у нас ведется уже спортивная подготовка и заканчивая 23 годами. Ну и, конечно, если говорим о воспитанниках, да, мы не можем не говорить о тренерах, о тренерском составе школы, сколько людей работает и что за специалисты привлечены к этой работе. В общей численности у нас работает 26 специалистов-тренеров. Это мы закрываем отделение лыжных гонок, биатлона, горнолыжного спорта и сноуборда. Среди них есть заслуженные тренеры России. Это Сафаров Альберт Алгатович. Долгое время он работал и в сборной команде страны. Сейчас работает у нас. Также главным тренером по лыжным гонкам у нас является Виктор Леонидович Васильев. Это наш специалист, можно сказать, выходец из Якутии, из города Ленска. Он подготовил наибольшее количество мастеров спорта в Якутии. Ну и спортсменов, которые сейчас находятся в резервном составе сборной команды страны. Это Александр Клугин. Также по биатлону, если говорить про подготовку наших спортсменов, то на данный момент 2 спортсмена представляют сборную команду страны юниорскую. Это Регина Петрова с Чульмана и Александр Процук, тоже с Чульмана. Мы начали говорить о спортсменах, да, которые защищают цвета и честь школы и представляют республику на всероссийских и более масштабных соревнованиях. Давайте поговорим о результатах, какими свежими победами и успехами мы можем похвастаться. Из свежих побед это прошедший в том году первенство мира. На первенстве мира наш воспитанник Володя Рыбкин был в финале, стал 6-м. Считаем это неплохим результатом. Александр Процук стал победителем первенства страны по биатлону. Регина Петрова также победитель первенства страны по биатлону и победитель многих всероссийских соревнований по биатлону. Я думаю, это такие самые значимые победы, которые последние были у нас в школе. Да, и это надо учитывать, то, что у нас все-таки пандемия, да, если не быть пандемией, то стартов было бы больше и, соответственно, конечно же, побед. Максим Валерьевич, если семья, да, заинтересована отдать своего ребенка именно горнолыжный спорт, со скольки лет рекомендуется начать заниматься этим видом спорта и какие критерии существуют в плане отбора в вашу школу?
Тут нужно обратить внимание, что именно по горнолыжному спорту наша школа представлена одним тренером сейчас. И существуют федеральные стандарты. Они не позволяют, конечно, детям заниматься с 5 лет, с 6 лет, к сожалению, только с 9 лет. Но есть практика. Дети занимаются с 5 лет горнолыжным спортом. Поэтому мы сейчас на данный момент рассматриваем всех ребятишек, начиная с 6 лет, чтобы потихонечку начать уже подготовку тех самых спортсменов, что этого на самом деле ждали очень долго. Ведь в Якутии, особенно в Алдане, были некогда традиции горнолыжные. У нас есть поселок Лебединый, где долгое время развивали этот вид спорта. Также горнолыжные трассы у нас есть и в Мирном, в Ленске, в Нерюнгри и в Усть-Нере. Поэтому мы сейчас ждем всех ребят, начиная с 6 лет. Будут работать инструкторы, будут показывать азы и готовить спортсменов. Вот мы говорили, да, о том, что у нас в скором времени откроется трасса новая. И вот открытие данной трассы, по вашему мнению, Максим Валерьевич, как оно скажется вот, на дальнейшее развитие вот, профессионального и массового любительского лыжного спорта вот, включительно? Если говорить о массовом виде спорта, это конечно же, будет развитие однозначно. Это и туризм, и я думаю, на самом деле это очень многих привлечет. Даже сейчас, пока объект не работает, мы наблюдаем очень большое количество семей, детей, взрослого населения, которые приходят и занимаются сноубордом, горнолыжным спортом. А если говорить о профессиональном спорте, то, как я уже говорил, этот склон является в большей степени учебным, но тем не менее это тот самый старт для профессионального спорта однозначно. Ну что ж, Максим Валерьевич, мы уверены, что открытие пройдет успешно и желаем вам удачи в дальнейшей работе. Спасибо, Власий. Ну а о развитии лыжного спорта в республике нам рассказал директор Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту Максим Скупой. Вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.